Заплатили за квартиру, но рискуют остаться на улице. Семья Ткаченко приобрела жилье 2 года назад, но, как выяснилось в этом году, продавцами, вероятно, были черные риэлторы. Недвижимостью владела погибшая пенсионерка, якобы одинокая. Сейчас расследуется, как квадратные метры присвоили и продали мошенники. Семья боится, что недвижимость отнимут. Вот он на трех паспортах. Вот Шулепов, Макаров и Каримов. На всех одно лицо, то ли братья-близнецы, то ли резкая смена фамилии, аж 3 раза. Копии паспортов фигурируют в деле о черных риэлторах. Оксана Ткаченко вместе с семьей рискует остаться на улице. Женщина живет вместе с сыном и мужем-колясочником. Вот видите, как живет, видите, вон, молюсь, и не сплю, все как бы. От суда до суда будет звонить этот же наследник, не будет, что нам будет с нас требовать, понимаете? А куда? Никуда. У меня же как бы здесь все. Квартиру купили 2 года назад, продали старую и взяли кредит. Говорят о том, что жилье, условно говоря, ворованное, узнали в начале 2021-го. Дело о черных риэлторах расследовалось еще с 2019 года. Вот список квартир, которые предполагаемо были на карандаше у злоумышленников. Это квадратные метры, где жили одинокие бабушки или асоциальные личности. И те, у кого нет наследников, которые могли бы о них позаботиться. Такой была и квартира Ткаченко перед тем, как они ее купили. Но об этом они узнали гораздо позже. Вот только злоумышленники не уследили. Правоохранительные органы нашли наследника. Звонил как бы наследник этой же бабушки, и вот он требует, чтобы мы это выселялись. А суд решил, что просто все сделки являются же недействительными, а что делать он так это и не решил. Его фамилия Сазонов является наследником по завещанию этой бабушки. А почему эта бабушка попалась в поле зрения злоумышленников? Просто все знали, что у нее нету детей, но не догадывались, что есть наследник. Пенсионерка Сафина умерла 18 мая 2019 года. Но согласно ответу Рекпалаты, она благополучно 20 мая, то есть через 2 дня после своей официальной смерти, пришла в многофункциональный центр и сдала договор купли-продажи, который был зарегистрирован. Вот такие ходячие мертвецы. Как остановить черных риэлторов, сегодня обсуждали в Уфе. В столице Башкортостана состоялась пресс-конференция. Дело Ткаченко сейчас на особом контроле. Вообще данная категория дел, она имеет, так скажем, большой общественный резонанс. И, как правило, данные уголовные дела находятся на особом контроле. Оксана Ткаченко вместе с братом стали участниками движения «Бездомный полк». Пытаются помочь, если не себе, так хоть другим жертвам черных риэлторов. Поступают звонки, оказывается, про которые мы сегодня уже говорили, она до сих пор продолжает действовать, несмотря на то, что она находится на условном сроке. Есть фирма, которая, как Пешка, надо проверять еще, сейчас работает, не работает, и она запугивает семьи, она их обрабатывает, хочет продать квартиру И вот у вас накопился долг, вы сейчас нам долю перепишите, а там ребенок и она. Вашу долю перепишите, и тогда я долг вам прощу. По подсчетам семьи Ткаченко в Уфе несколько десятков жертв крупных риэлторов. Правоохранительные органы рекомендуют при покупке квартиры проверить квадратные метры по всем базам и не рисковать, если обнаружится, что недвижимость часто продается. Впрочем, Ткаченко это не помогло. В реестре их квартира была, что называется, чистая, несмотря на то, что ее историю успели очернить риэлторы. Росреестр нам выдал справку, 2 справки, то, что квартира чистая, что мы можем ее спокойно покупать. Лилия Курбанова, Азат Ашбулатов, Артур Ханов, Новости Уфа.